Триптих-то. Звездочет такой с петушком. И вот царь. Красивые такие. Огромные на самом деле статуэтки. Да. Это все большие статуэтки. Угу. Так, теперь плавно переходим уже. Сказки продолжаются же у нас, да? Да, вот сказка есть. Ага, рыбаки и рыбки, тоже Пушкин. Угу. Там плесуны пошли уже Угу. на заднем фоне. А вот эта девочка с кроликом, это с какой? Тоже сказка, да? Вот Нет, это. по-моему, нет, это не сказка. Это просто сюжет такой. Девочка с зайчиком. Там сидит барышня. Это уже этот танцующие, да? А тут школьники, дети, школьницы. Ага, белье называется, да? И мальчик с флажком. Так, там идет плесуньи. Ну, это вот известная статуэтка кадриль. Да? Ага. Уральская кадриль. Да. Очень тоже нравится. Там пошла серия вот этих... ЛФЗ, гостеприимство, да? Да. Девушка со Самовар, снопом. чайником, с хлебом, солью, самоваром. Тоже. Как раз 4 чайника. 4 статуэтки серии. Так, узбечка с чайником. Всем известная. Ага, это у нас якуты пошли, да? Ага. Ну, северная тематика. Народы, ага. Серия север. Вот. Это интересная статуэтка тоже. Собачка. Девочка с... Девочка с севрюгой. Севрюгой. Севрюгой, ага. Вот. Есть сидит. Да, хайтовские вот мелкие. На хайтовском блюдечке. Это же Иркутская область уже. Вот это еще большая статуэтка стоит. Это тоже северный охотник. Да, это городница, старая статуэтка, 50-х годов, по-моему. Очень большая. Так, тут собачка что-то держит. Это для охотников держит. Утку где? Точно утка. А тут еще спряталась лось. Это лось, это хайта, между прочим. Тоже хайта, да? Да. Ничего себе. Правильно. По весне. Так. Там по сказке, видишь, лиса несет петуха-то. Да. Несут меня лиса за дальние леса, да? Ага. Так. Гоголь это... Вот из 9 вообще это вот серия статуэток, но у меня одной не хватает. Шикарные такие. Вот вообще мне нравится. Вообще вот... Какая пластика, посмотри. Да. Эмоции как передаются. Просто любоваться можно. Да, это наш всеми любимый Плюшкин. Наш прототип. Это Собакевич, он Городничий. Это Ноздрев идет. Чичиков, ага. Не хватает. Слащавый такой. А там сзади стоят Маниловы. Ага, вот они, Маниловы. Бабочка-коробочка. Вот она, бабушка, да? Коробушка. Добчинский, Бобчинский. И не хватает у меня... Голохвастая. Вот. Такая шикарная серия. Долго охотилась за этой серией. Не пожалею. И поштучно собирала. Ну да. А это бабушка с крынкой, с котиком. Мне так нравится эта статуэтка вообще. Нравится. Так, это идем. Детки. Дети пошли. Это импортные дети. Странные. Еще этот мини-книжки тут есть с днем рождения. ЛФЗшный ребеночек. Вот Конакова статуэточка, тоже вышивальщица. Ну, она немножко повреждена, конечно, но надо реставрировать ее. Это тоже Конакова. Ой, это Маша и Медведь. Да, Маша и Медведь. Смотрите, какая статуэтка, да. Вот такая
Красивая статуэтка. Клоун симпатичный такой. Тоже редкий, видимо, да? Что я такого не видела ни разу. Угу. Такие статуэтки. Еще есть же, да, у тебя статуэтки? Есть еще. Угу. Дальше посмотрим. Так, тут следующие, да? Угу. Это ваза. И девушка такая красивая сидит. Дети. Это сеттер собака, да? А, там эти медвежата с медом. Угу. Девочка. Да, шикарно. Угу. Еще. Шли. Угу. А здесь у нас тоже сказки, да? Да, угу. Это Золушка, по-моему, такая. Мечтает о Бали. С мечтательным видом сидит. Ага. А там кто у нас? Там рассказывает сказку. Ага. Тоже киевские, да, статуэтки-то? Ага, все. А это сказка. Серия с Буратино. Угу. Сам Буратино. Такой. С ключиком Мальвина. И Перо. Тут даже это лиса с лиса с базилией. Лиса и лиса. Под базилией. Симпатичные такие. Это мальчик с рыбой. Да? Старый Киев. Редкий, скорее всего. Девочка с лейкой, да? И там еще плюшевые игрушки у нее лежат. Это девушка играет на гуслях. Домра, да? Или гусли все-таки. Угу. Вот это царица. Хозяйка Медной горы. А, это, ага, да. Это якутская. Да. Ты сама. Девушка Амга называется. Уже да. Других статуэток. Угу. Очень красивая. Шикарная такая. Вот. Дальше идем. Тут маленькая девочка. Хорошенькая такая. С девочкой с пацаном. Семечки грызет, сидит. Такая выразительная. А вот это шикарная статуэтка. Это довоенная статуэтка. Надо же. Девушка в снопах, ну, карандашница. Угу. Большая. Какого года говорил? 41-й год. Да ты чё? Ух ты. Да. Красивая такая, иди. Большая. Такие статуэтки. Да, шикарные статуэтки у тебя, Лика. Шикарные. Угу. Да, конечно. Ага. Спасибо, Лика, за очень хорошую экскурсию. Ну и это еще не все. Продолжается пополнение коллекции же все равно, да? Ага. Еще через какое-то время снимем и еще новые персонажи будем еще показывать. Да, потому что все равно коллекции каждый раз прибавляются. И желаю дальнейшего, конечно же, прибавления коллекции. Коллекция уникальная у тебя, действительно. Угу. Очень уникальная коллекция. Угу. Так, дальше идем. Угу. Первый век — это набор. Угу. Это якутская тематика вся. Да. Угу. Так, здесь это дулевские чароны, да, вот эти. Они сколько? Да, это 70-х годов.
Полный набор из 8 чаронов. 4 на одной ножке и 4 на 3 ножках, да? И вот к ним идет тарелочка эта. Тоже белевская тарелка. И потом вот эта тарелочка тоже на якутскую тематику, да? Да, это уже самодеятельность. Да. Долго собирала, да? По одному собирала вот эти чароны, да? Ой, ну всяко разно, да. По одному сначала, потом как кто-то там выбросил несколько штук сразу. Ну, очень дорого было, но пришлось взять. Коллекционеры не такие. Конечно, да. Ни перед чем не останавливаются. Тем более, если что-то не хватает в коллекции, тогда уже. А это дети, это уже чарон 21 век. Между прочим, этим статуэткам уже около 10 лет. Уже. Да. Ну, то есть начали их производить еще вот уже 10 лет назад. Не все об этом знают. У меня есть книга вот, как раз чарон 21 века производства их изделий. Там написано. Надо будет уточнить еще. Теперь перетягивает палку. Вон и статуэтка var. Папа Так, а здесь? Вай, тут еще чароны такие хорошие. Так, это чароны, кстати. Вот этот белый тоже же этот старинный, да? Это 50-х годов. 50-х годов. Чарон. Добрынин, на 3 ножках у него было. И на одной ножке тоже. Это фабрика тоже... Про его производство я потом дополнительно А это тоже вот зеленая керамика тоже же, да? Да, это балагурские, да? 57-го года. На них прямо так и выкрыли. Да. А вот это? Это статуэточки комплектом шли, тоже чарон 21 век. В прошлом году выкинули остатки. Называется серия Олонхо, да? Да, Герои Олонхо. Герои Олонхо. Эпос, якутский народный эпос. Как раз они там чистку делали на складе. Из 9, да? Да. Из 9 фигурок. Красивые такие. Вот такие вот. Олонхо, эпос якутский. Из 9 фигурок. Шикарно. А это этот, да? Осохой. Это тоже фарфор, да? Да, фарфор. Что себе интересно такой. Я в группе покупала. Марина. Красивый. Да. Необычный. Но необычные. Вот такие вот якутская тематика фарфоровых изделий тоже полностью в сборе, полные серии. Вот. Сейчас многие начинают собирать же детей, поэтому это тоже очень интересная тема для коллекционирования. Помню, я их собирала по всей Якутии тоже. Самги присылали, откуда-то еще, с Вилюйска, с Нюрбы. Ага, поштучно где-то в каком-то магазине остатки. Я вот последнее с карасем купила, из Анги отправили. Да. Через наших одногруппниц. Кстати, Дарья этим занималась. Большое спасибо, что мне тоже сказала. Все, спасибо. А здесь шикарный уголок самоваров. Тут самовары, начиная с царских времен, 19 века есть. Есть английский самовар. Подогрев. Так. Вот отсюда, пожалуй, начнем, да? Это у нас царские самовары, да? Да, царские времена. Эта форма называется рюмка, да? Да, рюмка. Идет потом репка. Ой, какой шикарный. Это на сколько литров, интересно, эти самовары?
По 10. Репка на 5, да? А с виду кажется огромный же. Угу. Вот это тоже большой самовар. Угу. Надо же. Это баташовские уже стоят. Угу. Угу. С крапельниками. 2 баташова, да? Вот это. Угу. Ого. Угу. А это это Чукотка. Ага. Чукотская вот это, да? Чукотка называется. Да, раньше вот по заказу изготавливали. Рядом стоит 57-го года, 225 лет СССР, да? А рядом, видите, видимо, эти чукотские тоже заказывают. И орнаменты чукотские. Орнаменты чукотские. Мне его Игорь отреставрировал. Был так, не очень хорошем состоянии. Сейчас он готов. Тюльпанчик стоит советский. На 1,5 литра. Да. Вот такой маленький, кажется, рядом с такими большими самоварами. Да, шикарно. Эти на 7 литров же, да? Эти, да. Вот эти. Это у нас шар расписной. Тут тоже самовары есть, рюмка. И это. Вот это. Давайте-ка вот этих баташовых. Там тейли. Это тейли. Ага. Медалей очень много. Шикарно. Так, дальше идем. О, а это что за это интересный такой? Вот английский. Ну это же. Каких годов это примерно? Это 19 век. И кран такой интересный, да? Он опускается. Так вот опускается и... Интересно. Так, ну это восточный самоварчик. Вот этот, да? Вот рядом тоже маленький. Это восточный. Постарше будет, а этот современный восточно-дагестанский самовар. Да. И все-таки это называется самовар, да? Он как печка же, да? Да, смотри, вот здесь дверь открывается. Да, дверь открывается, там топится. Интересно, как печка. Прямо. А вода вон сверху наливается, да? Сверху. Там, оказывается, специально подставка тоже для чайника. Да. Интересный. Интересный экземпляр, да, правда, что. А вот это тоже восточная тематика, да? Да, это восточная шикарный тематика. Это камень халцедон, который... Ух ты! Надо же, еще и с камнями. А это? Ну это уже тоже вот... Это российского, да? Да, российского. Российского производства. В стиле репки. Да. Это вятка самовар, электрический, цыганскими ручками. А, точно, ручки совсем другие же. Да. Шикарный. Красота вообще. Вот это тоже интересная форма. Царских времен. Это кратер называется. Такие вот ручки. Что ли? Да. Очень интересные самовары. Вот это тоже в форме шар, да? Да, это маленький шар. Расписные самовары. Красота. Такие вот шикарные самовары. Надо же. Вот это тоже интересный, как печка. Все-таки это самовар. А тут наверху у нас
Это фарфоровые, керамические. Ага. Ну, это все советских времен. Да. Еще с чайничками сразу в наборе идут. Все в наборе идут. А этот вот четвертый, да, справа. Это называется... Он, в общем, звуки издает. Да? А, вот этот. Когда воду наливаешь, он начинает гудеть. Ой, а тут, оказывается, еще самоварчики стоят, смотри. Да, это янтарные самоварчики. Серии самоварчиков. Мини-мини, прям вообще минималистика. Еле как заметила даже, да. Вот. Дальше это идет самовар пчелка. Тоже очень редкий. Вот это оранжевое, да? Нет, рядом. А, рядом вот это. А это оранжевое из чего? Стеклянное. Да, стекло. Ну, даже. Подувное. Ух ты. Да. Это вот я их смотрю, конечно, по-моему, это иностранный. Рецепт там написан. Еще и девушка тут самоваром стоит, совсем другая. Хрустальный самовар еще есть. Керамический самовар. Шикарно. А тут тоже разные формы. Мои, да, золотушки я их называю. Это гайка называется форма. А, да? Электрический самовар. Как шестигранник, да? Да. На 1,5 литра тоже. Интересно. Этот шар. Все латунные самовары. Интересно, да. Все желтого цвета. Разные формы. Все возможные. И там картинки тоже самоварные. Это подставки. Подставки где? Да. Всевозможные подставки. Да, вот тоже интересная точно. тема, между прочим. Оказывается, очень интересные подставки. Я обратила внимание на это. И оно само по себе как-то всякие собирается. узоры, да, оказывается, само по себе собирается. Да, шикарно. Знаете-ка, общий фон. Еще раз. Вот эти царские вообще как-то притягивают они очень. Вот мечта у меня шар купить, приобрести царских времен, но они очень дорогие. Да. И тут еще чугунок стоит. Чугунок и от печки, да? Заслонка печная. Шикарный уголок прям вообще. Очень шикарный. Дальше идем. Еще же есть самовары, да? Тут мини-самоварчики. Мини-самоварчики. Ну, это уже есть. Более такие, да? Вот. Керамика, стекло есть. Хрусталь. Синее стекло. Да, это цветное стекло. Хрустальное, это советского периода самоварчик. Да. А это керамические, да? Да, ну это более Так, дальше идем. Тут идут самовары. Это латунные самовары, копии. Но тем не менее маленьких размеров. Да, мини-самовары. Хорошенькие такие, разные формы. Ну вот самая распространенная вот это, да? Обычно, да? Ясная вот это. поляна. Ясная поляна. Форма бочка. Это бочка. Сейчас немножко покушаю. Я вам ничего страшного. Так, это у нас форма бочка. Ясная поляна. Это рюмки, да? Все равно шикарные такие. Вообще детальные такие Ну, же. они получаются полным комплектом. С подносом, с чашкой. Вот как они раньше шли с производства, так они... Каждая деталь, каждая это, да. Каждая деталь очень-очень такая реалистичная.
По-моему, в основном все формы, которые выпускались в советское время, собрала. Единственное, нет у меня кратера. Тоже мечта купить этот кратер. Редкая форма. Тоже сувенирные самоварчики. Вот такие вот самовары. Шикарно. Коричневый, это восточный самоварчик. А этот вот с краю стоит, это вот банка, форма банка. Вот он и самоварчик. Интересный такой, ага. И кубок тоже. Сейчас вообще редким стал. Раньше говорят, я у продавцов спрашивала на рынке, они говорят, раньше мы их очень много продавали. Сейчас их не найдешь, они все усили в коллекцию. Да, красивые самовары. Количество, конечно же, не считает. Ну и правильно, с одной стороны. Это же не количество, а именно качество должно быть. А качество очень-очень хорошее у тебя. Коллекции шикарные. И все еще прибавляется и прибавляется. Да, вот один еще. Это еще не вся коллекция будет, наверное. Все равно, да. Процесс коллекционирования еще продолжается же у тебя, да? Это дело затягивает. Ну, конечно, это да, это очень затратное дело в то же время, конечно. Очень затратное дело, но оно имеет место, потому что сохранение истории. Вот. Благодаря... Тут, можно сказать, история советских самоваров. Благодаря таким людям вот все это сохраняется, и потом уже будут смотреть, люди учиться. И вот я такое разнообразие, например, мало где видела. Ну вот, спасибо сегодняшней нашей героине Анжелике за прекрасный показ, за очень интересный экскурс. Вот. И пожелаем ей дальнейшего пополнения коллекции, конечно же. На этом еще не все, да? В следующий раз еще будет кое-что интересное. Не будем забегать вперед, но будем еще вам показывать другие экспонаты. У нас еще и стройка начинается. Да. Начинается еще стройка. Но это в предыдущих уже сериях будем постепенно вам рассказывать. Так что, да, маленько. Так что оставайтесь с нами. И пожалуйста, не жалко, как говорится, сказать. Просто хочется, чтобы люди тоже заинтересовались, потому что мы заинтересуем, да? И, кстати, у Анжелики в этом году юбилейный год, поэтому вот как итог своего творчества сегодня она вам посвятила вот такую вот шикарную, уникальную экскурсию для наших коллег по интересам. И с этой датой мы ее поздравляем сердечно. Конечно же, желаем здоровья, благополучия и обязательно, конечно же, всем нам пополнение коллекций. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю серию. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Всего доброго!